Палки для селфи уйдут в прошлое, как только появятся такие дроны. Мало того, что этот дрон умеет вас фотографировать и снимать видео, так его еще можно надеть на руку как часы. Если носимой электроникой уже никого не удивить, то носимым дроном для селфи, пожалуй, все еще можно. Дрон все еще в разработке, но компания, которая занимается его созданием, получила поддержку от Intel в размере $500 тысяч. Так что надеемся, что разработка пойдет быстрее и скоро нам больше не придется видеть людей с селфи-палками. На данный момент уже есть дрон, который может летать за вами и снимать видео, причем им не нужно управлять, необходимо лишь указать цель, за которой беспилотник должен следить, и он сам будет следовать за объектом, и при необходимости облетать препятствия. Только вот надеть его на руку не получится, да и цена не маленькая, около $1500. Гибкие экраны показали уже давно, но вот область их применения пока не ясна. Однако есть интересные варианты. К примеру, вот так могут выглядеть смартфоны через несколько лет. Получается что-то вроде гибрида смартфона и планшета. Пока сложно сказать, найдет ли это свою аудиторию, но раз ведутся разработки гибких дисплеев, то рано или поздно им найдется область применения. А такой вариант использования выглядит вполне возможным и разумным. За последнее время было изобретено довольно много скейтов, велосипедов и самокатов с электроприводами, но самый интересный гаджет показала компания Lexus. Скейт, который способен парить над землей на расстоянии нескольких сантиметров. Выглядит очень круто. Правда, летать он может только над специальной поверхностью. Устройство разработано с использованием магнитов и сверхпроводников, а для охлаждения необходим жидкий азот, которым надо заправлять летающий скейт примерно раз в 10 минут. Не очень удобно. В общем, пока в этом устройстве еще много недостатков. Следующее изобретение придумали для тех, кто не любит готовить или чья жена не умеет. Это что-то вроде очень продвинутой мультиварки. Вам нужно только загрузить в нее свежие продукты и выбрать на своем смартфоне, что вы хотите приготовить. Приложение само предложит вам варианты блюд, исходя из имеющихся продуктов. Также вы сможете выбрать время, когда еда должна быть готова. В данный момент этот девайс находится в процессе доработки, но кажется вполне разумным, что уже в ближайшем будущем появятся такие гаджеты, которые максимально упростят нам приготовление еды. А вот компания Google выпустила уже несколько версий умных очков Google Glass. Пока что этот гаджет сложно назвать успешным. Возможно, люди к такому еще не готовы, или очки пока далеки от идеала. Но разработка продолжается полным ходом. Уже сейчас есть приложение для велосипедистов, которое способно показывать скорость, пройденный путь или карту местности. Умные очки умеют выполнять и более стандартные функции: поиск информации в интернете, звонки, фото и видеосъемка. Со временем область использования будет расширяться, и у гаджета есть все шансы стать очень